этом видео мы узнаем, что такое ДНК, где ее найти, что это такое на самом деле и из чего она сделана. Все живые существа имеют ДНК, или в случае некоторых вирусов, которые имеют РНК. ДНК означает дезоксирибонуклеиновая кислота. Давайте начнем с того, что где мы можем найти ДНК. Большинство клеток эукариоты, клетки животных, растений, грибов и так далее. Внутри эукариотных клеток присутствуют ядра. В большинстве ядер находятся их хромосомы. Хромосомы расположены в парах, но их число зависит от вида. У людей имеется 23 пары хромосом, у слонов 28 пар, а у моркови их 9 пар. ДНК находится в этих самых хромосомах. Археи и бактерии являются прокариотами, так как у них нет ядер, и их ДНК находится в цитоплазме. Теперь, что же такое ДНК? Это большая сложная молекула, содержащая генетическую информацию, которая определяет характеристики живых существ. И все, кроме идентичных близнецов, имеют уникальную ДНК. Молекула ДНК содержит много последовательностей. Некоторые отделы этих последовательностей содержат специальный генетический код для создания конкретных белков. Эти отделы называются генами. Ген – это просто короткий отдел ДНК. И потому как каждый ген отвечает за определенный белок, каждый из нас получает индивидуальные характеристики, такие как «имеешь ли ты голубые глаза» или «карие глаза». Белки – это строительный белок жизни, и то, как наши гены формируют специальные белки, является контролем ДНК над нашим телом. Она помогает нам выжить, развиваться, репродуцировать. Но из чего же сделана ДНК? ДНК сделана из множества молекул, называемых нуклеотидами. ДНК – это полимер, потому что это большая молекула, состоящая из повторяющихся подразделений нуклеотидов. Каждый нуклеотид состоит из фосфатной группы, сахарной группы и азотистого основания. Когда люди думают о ДНК, они обычно думают об азотистых основаниях: аденин, тимин, цитозин, гуанин. Но можно запомнить их А, Т, С, Г. Но лучше всего запомнить в определенном порядке: А и Т, С и Г. Потому что А и Т – это определенная пара белков, а также С и Г являются отдельной парой белков. Вместе они формируют водородные связи. Затем ДНК принимает свернутую форму, известную как двойная спираль. Вот теперь вы имеете сформированную ДНК. Нужно знать, что она находится в хромосомах в ядре клеток. ДНК – это полимер. То, что она состоит из множества нуклеотидов, которые содержат основания. Также существует 4 основания, которые формируют пары А и Т, С и Г.